Новый стадион «Ынтымак» в Караколе стал символом перезагрузки спортивной инфраструктуры Кыргызстана. Благодаря полной реконструкции с нуля старой арены, которая не обновлялась более 50 лет, стал современным, удобным, со свежим капитальным ремонтом и, что самое главное, отвечает современным требованиям. Жаркыраган «Ынтымак» стадионубузда жогорку деңгээлде. На современном стадионе «Ынтымак» теперь можно проводить футбольные матчи высокого уровня. А также стадион внесет весомый вклад в развитие кыргызского футбола как в целом по стране, так и в Караколе. И именно здесь будут тренироваться молодые спортсмены, готовиться к соревнованиям, и из их числа выйдут чемпионы, которые прославят страну. Обновленный «Ынтымак» – полноценная арена с профессиональным газоном, раздевалками, вип-ложей и парковкой. И самое главное, теперь у местной команды «Барс» есть настоящий дом, где будут тренироваться и набираться силы. Поменялось все. Газон, трибуна. Спасибо президенту за то, что сделали такие условия для нас. До этого, раньше у нас был старый газон, соответственно, было все старое. Трибуна, газон. Даже когда тренировались атлеты, у них дорожка была очень старая. Первым матчем, открывающий обновленный стадион, стал матч 11-го тура кыргызской премьер-лиги. Играли команды Каракола, Барс и Ошской области Ошму. Жители города Каракол долго ждали открытия обновленного стадиона. Интерес к этому событию настолько высокий, что, несмотря на специально отведенные зрительские зоны, жители собрались даже за ограждениями. Это настоящий праздник для города Каракол. Мы сейчас хотим поинтересоваться, как проходит игра. Расскажите, за какую команду вы сейчас болеете? Каракол, конечно. Каракол? Как играют они? Классно. Один гол забили уже. Вам нравится игра? Конечно. Прям Караколго абдан сонун стадион салып берди. Аябай сонун ойноп атат. Сборныйдын деңгээлиндеги оюнун көрсөтүп атат Барс командасы. Жакшы болуп атат. Эмебизде жакшы салыныптыр эми баардыгына шүгүр. В зрительскую зону вмещаются 3380 болельщиков. Сейчас этот стадион является самым большим в Иссык-Кульской области. Руководство страны намеревается увеличить спортобъект еще на 3000 человек. В скором будущем здесь будут вмещаться 7000 человек и станет третьим большим стадионом в Кыргызстане. Сейчас Кыргызстан делает серьезную ставку на спорт. Стадионы, построенные по последним стандартам, появляются не только в столице, но и практически во всех регионах. Стадион бул жөн гана оюн талас эмес. Бул жаштарды сергек жашоого. В нашей стране происходят масштабные инфраструктурные изменения в сфере спорта, особенно в футболе. Восстанавливают стадионы, футбольные поля, спортивные базы, строятся новые объекты. В этом году уже начались восстановительные работы на 15 стадионах в Баткене, Нарыне, Таласе, Токмаке и других городах. Только недавно в Бешкунгее открылся новый стадион «Достук-арена», рассчитанный на 2500 зрителей. Этот стадион стал первым в истории независимого Кыргызстана, построенным с нуля. Еще несколько лет назад на месте стадиона была обычная вытоптанная поляна, где тренировались юные футболисты. Сегодня этот объект стал домашней ареной команды «Талант», которая выступает в премьер-лиге страны. Здесь есть все комфортные и современные условия. Садыр Жапаров отметил, что строительство объекта велось под его личным контролем с марта прошлого года. Уверен, что Достук-арена станет местом рождения новых чемпионов и будет вдохновлять молодежь на спортивные достижения. Стадион оснащен футбольными полями с натуральным и искусственным покрытиями, общежитием для игроков, столовой, раздевалками, административными помещениями, фитнес-залом, медиацентром и системой ВАР. Установлен современный осветительный комплекс для проведения матчей в вечернее время. Мегапроектом в спортивной инфраструктуре станет стадион, который строится под Бишкеком в селе Орок. Этот спортобъект станет самым крупным по всей Центральной Азии, рассчитан на 51 тысячу зрителей. Его архитектура вдохновлена формой юрты, символом кыргызской культуры. Здесь предусмотрены все условия для проведения матчей всех уровней и даже чемпионатов. Завершение стадиона ожидается в третьем квартале следующего года.
Тем временем в Бишкеке на площади почти 7,5 гектаров близится к завершению строительства одного из крупнейших спортивных объектов страны – комплекса «Алга». Работы сейчас выполнены на 85%. «Алга» сможет принимать соревнования международного уровня. Основная арена может принять 6 тысяч зрителей. Это не просто спорткомплекс, а инфраструктура, которая включает весь цикл – от детского футбола до международных турниров. Спортивная инфраструктура развивается и в Баткене. В области началось строительство первого стадиона в истории области. На 10 гектарах земли строится крупный стадион, рассчитанный на 10 тысяч зрителей. Здесь спортсмены будут и тренироваться, и жить в современном общежитии. В Таласской области возведение нового стадиона на 5000 зрительских мест началось месяц назад в апреле. Ранее в регионе не было спортивного объекта такого масштаба. На территории площадью 5,5 гектаров планируется построить не только арену, но и общежитие, конференц-зал, а также парковку на 180 автомобилей. После открытия стадион сможет принимать соревнования международного уровня. Мы должны создать все условия для ребят, которые интересуются спортом и занимаются им. Мы не имеем права требовать от них результатов, не создавая им возможностей и не поддерживая. Сейчас в этом направлении в стране ведется большая работа. Будущее страны за молодежью. Все эти проекты – часть государственной стратегии по развитию спорта и созданию условий для занятий физической культуры во всех регионах. Это не только стимул для профессионального спорта, но и важный вклад в здоровье молодежи. Капиталдык оңдоп түзөө менен футболду жана жалпы спорт өнүктүрүү. Эти работы реализуются в рамках указов о мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской республике на 2024-2034 годы и об утверждении национальной программы развития футбола в Кыргызской республике на 2024 и 2034 годы. От Иссыкуля до Баткена, от Орока до Таласа спортивная карта Кыргызстана меняется. Это не просто строительство стадионов, это строительство будущего. Это шанс вырастить поколение спортсменов, которые будут выступать на международной арене. А главное – жить в стране, где спорт доступен каждому. Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели.